Ну что, я думаю, все точно подзарядились. Немножечко не совсем легко, конечно, получилась наша зарядка, но позитив получили 100%. Еще раз напомню, что всероссийская акция «10 тысяч шагов к жизни» у нас пройдет в парке имени Гафурии. Начало в 10:00. Это будет, какое число, еще раз скажу, 29 июня. Обязательно приходите, потому что будет много классного. Состоится массовая зарядка, выступление артистов. Господи, сколько артистов у нас, просто праздник, просто букет, праздник. Букет Уфа, красивый, да. букет артистов. Все выступают и проводят все различные флешмобы. Например, в этот раз будет флешмоб «Передай сердце». Передай сердце. Так, очень мило, здорово. Петя, передай Очень сердце. Здорово. А сегодня у нас среда, а это значит, что традиционная рубрика у нас уже, мы приглашаем в гости эксперта для того, чтобы обсудить очень интересные вопросы, связанные с нашими питомцами. Мы же не просто так с собакой выходим в эфир все-таки. Поэтому сегодня у нас тоже интересная тема. В гостях у нас наш любимый специалист. Постоянный. И Здравствуйте. Жасмина с нами тоже. И замечательный Жасмина кот. пришла с Дмитрием. Дмитрием. Дмитрий, вы когда-нибудь слышали вообще, чтобы назвали так кота? И подзывает она к себе его не словами «кс-кс-кс», а к словами «подойди». Эй, Димон. Дима, привет. Ой, он такой хорошенький. Это гость к Шелдону. Это к Шелдону. У нас Шелдон, ты рад? к Шелдону приходят гости. Ой, Шелдон был в восторге, на самом деле. Вы просто не видели, что творится за кадром. Ну что? И тема у нас сегодня интересная очень, так как у нас жара. Актуальная. Лето. 32-33 градуса. И отсюда вопрос, как ухаживать за животным в жаркие дни. В жаркие дни. Гулять, не гулять, стричь, не стричь, обливать душем, кормить, поить и так далее. Поэтому будем обсуждать вот такую интересную тему. Сразу же первый вопрос. Начнем с рациона. Какой рацион должен быть у питомца в жаркую погоду? Ну, рацион не меняется, такой же, да. И единственное, в жару животные, конечно, меньше едят. И больше пьют жидкость. И главное, главное, чтобы вода была всегда для животного доступна в достаточном количестве. Они сами уже интуитивно, они знают, сколько им нужно попить жидкости, чтобы не было обезвоживания организма в жару. Всё так понятно. с рационом Это, в принципе, относится особых же проблем и нет. к кошкам, так и собакам. К любым животным. Как и К коровам, любым и ко животным. всем. Да, Ну, проще говоря, кстати. в жаркий день уходите из дома с утра, позаботьтесь о том, чтобы в чашке животного была обязательно полная вода. Да. Вопрос от любителей собак. Пишут ребята. Пишут ребята. Да, неожиданный. В жаркую погоду стоит гулять днем, когда вот солнце, не солнце? Нежелательно. Тепловой и солнечный удар, проще говоря. Легко, Серьезно. запросто. Как человек, так и животные могут получить и солнечный удар, и тепловой удар. Так что гулять нужно в утренние часы, в более такое прохладное время. Все-таки, когда с животным гуляете, оно же активное, оно бегает, прыгает, плюс еще вот тоже согревается, когда двигается. Желательно утром и вечером гулять. Но днем, конечно, не рекомендуется. Но если вы не можете в такие утренние и вечерние часы, то днем, конечно, в тенечке, где прохладненько, где сквознячок, только вот так. Ну, если вы вдруг заметили, что, например, что животное, оно действительно как-то, я не знаю, почувствует себя, может, как-то очень вяло, как понять, что это признаки именно жары? То, что вся проблема в жаре. То, что перегрелось животное. Солнечный удар или тепло, как диагностируем? Насчет солнечного удара, если днем, допустим, животное гуляет, сейчас даже есть такие специальные шапочки на голову одевают, как взрослые люди, дети, одевают панамки. Кстати, солнечный удар, это если, допустим, тепловой удар – это общее перегревание организма, солнечный удар – это действие прямых солнечных лучей именно на голову. Потому что, больше всего страдает мозг. Когда перегревается организм, больше всего страдает мозг. Поэтому вот панамки, почему детям всегда говорят, головной убор обязательно, когда уезжаете куда-то там на юг? Мне до сих пор мама так говорит, когда из дома выхожу. Все правильно, это все правильно. Жасмина, Так что, есть ли у вашего питомца Дмитрия головной убор? Нет, но я думаю, что мы ему приобретем. Я думаю, что я вам даже пока сейчас у нас передача идет, сделаю. Из нашего сценария. Обещайте, что вы его обязательно кстати, будете носить. чтобы животное летом не перегрелось, вот как раз мы Диму привели, он у нас Кстати, пострижен. нужно стричь. Да.
Вот у вас Шелдон, да? Он пострижен, да? короткошерстный. Он уже от природы такой короткошерстный. А представьте, да, животное вот с такой длинной шерстью, ему очень тяжело переносить жару. Так что даже рекомендуется стричь животных. Вот подльвеночка. Дима, Димуся, покажи нам наш хвостик. Некрасивый стал. Вот видите, подльвеночка. А все Так. остальное состригаем. Пожалуйста. Примерим. Больше Внимание. на лодочку похоже. Ну, Как это у же Костана. моряк, Димка моряк. В какие плавания ты Потрясающе. отправляешься, Димон? Хорошо, то есть резюмируем. Обильное питье, Обязательно. головной убор, кстати сказать. Примерно. Желательно. Давайте даже, если не головной убор, то не будем гулять, когда солнце находится. Конечно, да. в Под самом- прямыми да. солнечными лучами. Как еще можно вот дома, например, душно, жарко, да, и возможно ли как-то, я не знаю, питомца охладить под водой, какой-то купать под душем, дуть на Ну, него? вот водой под душем купать, да, тоже можно, да, но надо знать, как это делать. Вот просто облить животное, да, у них имеется вот такой толстый подшерсток, и животное не намочится, намочится только верхние вот волоски И как бы такие. толку от этого никакого, Толку да? не будет, и вот эта воздушная прослойка, она еще больше сохраняет тепла, ну, естественно, что хуже. Надо смачивать ушки, голову надо смочить, вот прям именно смочить, не лить, они все-таки животные не очень любят некоторые воду, да, и лапы. Вот лапки смочите. И Не трогайте. Димон говорит, не трожь лапу мою. лапы. И главное, чтобы было какое-то прохладное место в доме. Вот если, допустим, на дачу вывозят животное, оно само ищет тенечек, прячется, да, где-то на сквознячке лежит, то дома, конечно, ну, кафельный пол, допустим, вот они сами уходят, где вот, ну, и, естественно, не закрывать где-то в комнате закрытыми окнами там и так далее, чтобы они могли свободно передвигаться. Циркуляция воздуха, чтобы была, еще тоже, наверное, Вот немаловажный собак, вопрос. допустим, вот вы Так. Шелдона вывозите на природу Вот куда-нибудь? только у меня был такой коротенький, быстренький вопрос. Любители есть, которые на весь день с утра на речку Да. и вечером только Питомец с возвращаются. ними. Да, что в этом случае? Ну, собаки, они очень любят воду, да, они сразу сломя голову бегут в воду. И здесь, помимо шапочки, нужны обязательно спасательные. Ну, я думаю, не рукавнички. обязательно собаки умеют плавать. Вообще, кстати сказать, каждое животное, абсолютно все животные умеют плавать Да. сразу от рождения. Да. Все, вот любого Это брось, возьми да. крокодила, брось. А если мы бросим А он Дмитрия умеет сейчас в воду? плавать. Он умеет плавать. А Он Дмитрий любит еще и плавать. умеет летать. Лети. Дмитрий вообще все умеет. У меня вот просто один вопрос. Почему Дмитрий? И первый раз, когда я его увидела, он был таким черненьким, пушистым. Ну, как все Первоначально- Дмитрий. Да, Как все Дмитрии. первоначально я его назвала Дымок. Со временем его уже начали называть Дима. И постепенно перешел в Дмитрия. То есть Жасмина. сейчас Он уже такой взрослый. возраст, что Кстати, уже только Дмитрий. Жасмина, а вы помните, да, в фильме у Жасмин был тигр, Да. которого звали как? Никто Так. не помнит, как его звали. Да. Вопрос, поете ли вы своему Дмитрию? Арабская Он, ночь. кстати, музыкальный. Если он слышит высокие ноты, то он начинает мяукать. Как же звали? Вот сейчас вопрос будет, как звали тигра у Жасмин? Уважаемые телезрители, если вы знаете, дозвонитесь обязательно, скажите, мы вам какой-нибудь подарочек. Ну что, спасибо большое, что пришли. Нам очень приятно каждый раз вас видеть, каждый раз знакомиться с новыми питомцами. Вот с Дмитрием у нас новый друг появился, теперь у Шелдона. Димон, дай 5. Увы, не даст. Димону не очень Он вам не понравилась Димон, да. шапочка. Он вам не Димон. Ну, а что, мы, в принципе, пожелаем, чтобы наши любимые питомцы в такую жару, конечно, не перегревались ни в коем случае. Поэтому, дорогие взрослые, хочется вам сказать, нужно обязательно беречь, конечно, следить, потому что это очень большая ответственность.